Вышел на свой лог. Ребята, вон наша изба. И видите, молодые сосны. Молодые сосны и побеги вот такие. Вот эти побеги, я не знаю, от чего они тоже полезные. Знаете, вот, наверное, думаю, от этих, когда ты кашляешь, там, воспаление какое. Но только не знаю, как это заваривают. Да, молодые побеги. На вкус, знаете, они без смолы. Ну, ни сахара, ни соли. Знаете, даже думаю, можно есть. Чуть-чуть. Чуть-чуть горчит. Но факт, что вот эти побеги от каких-то болезней лекарственные. Пишите, если кто знает, а не выдумывает, а просто вот именно знает. Есть вот некоторые комментарии пишут, там, выдумывают, себя показывая, что они все знают, а, короче, начнешь читать, и когда ты сам знаешь, и видишь, что комментарии неправильно пишут, это чуть-чуть раздражает. Да. Вот да. Я по натуре я ем. Вот такая зеленая внутри. О. И знаете, она вкусная. Действительно вкусная. О. Чуть-чуть горьковато. Чуть-чуть. Чуть-чуть горечь. Вот минимально. Как семечко грызешь. Зубы показывать не буду, не стараюсь. Потому что у меня передние зубы, знаете, почернели из-за того, что мертвые зубы. Нервы там все повыдергивали. И только пломба белая там, а суп сам вообще труп. Зубы. Одно название. Короче, наши планы какие сейчас? С нашим солонцом, солонец, я так и не сделал. И, но в другую сторону не захотел я идти. В этой стороне, где я сейчас ходил, там мои капканы. Но чисто я хотел сделать просто вот для интереса. Я не буду там с вышки там сидеть там или еще ждать каких-то зверя. Мне вот интересно там солонец делать, и подойдет, нет там зверь. Какой-нибудь подход будет, нет. Ради этого сходил как бы в сторону запада. Северо-запад. И хотел еще юго-запад сходить, но нет. В ту сторону только я хожу собирать грибы. А чтобы посмотреть, там кто-то подходил, нет, к солонцу лишний раз. Да и фиг с ним, короче. Фиг с ним, не будем нервничать из-за этого. Вон, бездельник мой. Самый главный бездельник. Да. Боится воды. Все еще боится воды. А? Ладно. Боится воды. Айда молодец. Сейчас будут они отдыхать. Они нагулялись конкретно. И сейчас будут отдыхать. Я их никуда больше... Да и сам никуда не пойду дальше. Куда еще идти нам? Сейчас будем возле избы крутиться, вертеться. Что-нибудь с варганием покушать. И уберем здесь территорию. Короче, занятия есть. Камон, гуляй. Вроде толковый пес, но
Айда, Валдыча. Валы. Айда, молодец. Да. Тулан 2 раза крупнее Айды. Мощный кобылек. Надо сапоги снять. У меня ноги сейчас весь сырой. И надо как-то подсушить все эти носки. Костер сделать. Подсушиться. Разве не благодати? Тулан боится Айды. Кто осторожно отошел. Айда наслаждается жизнью. Тулан. Милане Полан. Там скрипит дерево уже несколько лет. Но позапрошлом году тоже думал скрип дерева, а там на том берегу, оказывается, медведь бродил. Мургал там. Мурлычил вообще. А сейчас скрипит дерево. Вот так. Сейчас костер сделаем, чай сварим, отдохнем и дальше, как и говорил, будем заниматься вот этой ерундой. Смотрите, сколько мусора. Здесь где-то час работы, не меньше. Разгорается как порох, ребята, сейчас. Еще высохло.
Вон та птица, которая в избушку залетела сегодня. Как называется это? По-нашему сырчик. А как вот по-русски забыл. На «с» как-то называется вроде. Не знаю как. О, жару-то сколько тут. Вон загорелась трава. Но это безопасно. Это здесь может прогореть, а почва сырая вообще. Любит птиц гонять. Вот так. Ну, потухло буквально за секунду, потому что сыро все. А знаете, я в детстве еще вот сейчас вспоминаю, вот в детстве вот здесь все кустарники было вот так, как и это. Мы прорубили, сжигали и все. И старую траву, это когда уже все высохнет, или бывает там поменьше вода здесь, вот чайник закипел, воды меньше. О, блин, опять горячо. Все, закипел чайник. И мы с дедом приезжали, то есть на лодке. И эту старую траву все сжигали, все. Поголовно вот это поле все черное становилось. Травы много, старой травы, ну, за осень там подрастает, а летом скосил траву, а за осень вот где-то сантиметров 15 она опять выросла. И все сжигали, и где вот после того, как траву старую сжигаешь, там свежая трава хорошо растет, и этим делом мы каждое лето занимались. Никогда не боялись, что будет пожар где-то или еще что. Все нормально. Нака! Опять что-то там делят. Я, знаете, вот на проволоку такой шматок тряпки зацеплял соляркой и сжигал, и вот эту тряпку я таскал по всему периметру туда-сюда, и все, весь дыму. А сейчас попробуй, в наше время попробуй так сделай. Прилетит самолет или со спутника еще сфотографируют, там, блин, штраф, а не дай боже еще одно дерево там сгорит. Все. Сразу на Колыму. Так что было и что сейчас, небо и земля. Ладно, сейчас, ребят, я, наверное, чайник возьму. Сейчас угли здесь будут. Я больше я буду топить тут, чтобы угли появились. И пожарю, наверное, я картошку. Надо как-никак пообедать. Сейчас, наверное, уже время обеда. Угли, вот знаете, вот хорошие угли получаются из березы. Угли, они долго держатся, а вот эти от сосны, от елки. Ну, елка более-менее еще тоже угли есть, а от сосны мало углей. Мало угля-то есть. Так. Все, сейчас еще собакам также хлеб, наверное, дам. Варить для них я ничего не буду. Варить дома. Все сварено. Покормлю дома плотно их. Так.
Ладно, сейчас сперва я попью чаек. Потом уже будем решать, думать. На первую очередь я сварю еду для себя. Надо покушать. Ну вот примерно так, ребята. Разорвали мы эту гниль. Короче, вообще гнилое дерево вон и стоит. Конечно, опасненько тут.
Может тоже ствол дерева вообще гнилой. Надо бы свалить. Но в одиночку как-то не решаюсь. Диаметр мощный, где-то сантиметров 60, наверное. Шина не достает. Ну и толкач желательно нужен. Ну или домкрат какой-нибудь. Вот такие дела. Одним словом, мусор и в то же время дровишки. На большинство времени, летнее время я этим буду топить костер. Перетаскаю туда и потихоньку буду сжигать. Не распиливая, так оставлю, наверное. Все равно, если я приеду сюда, пилу я возьму. Ну, как-то так. Это дерево, конечно. Это дерево, конечно, вообще, смотрите, какой могучий пенек. Уже весь труха. Вон. Вообще гнилое уже дерево. Вообще одно название. Рано или поздно это дерево свалится. Вот, труха свалится, но и амбар поблизости. Опасненько. Если бензопила Урал, у него шина длинная, и легче валить такие деревья. Не знаю, в какую сторону вообще уйдет. И чтобы главное на человека не упал. Вот сейчас я пилил, под шумом пилы я ничего не слышу. Если, скажем, вот дерево нет-нет, да будет падать там, ничего ты не услышишь. Ребят, картошка. Я хотел пожарить картошку. Уйди, Тулан, уйди. Ну кому надо тащить? Я решил сварить. Просто сварю и делаю салат такой из капусты. Лук, капуста и картошка. Знаете, вот такой салатик. Легкий, сытный будет. Картошки много, еще останется собакам. Дофига. А на жаркое, скажем, если сжарить картошку, надо следить. А у меня костер то мощно горит, то потухнет, пока я там занимаюсь этим мусором. А я сварю так картошку. Салатик сделаю, покушаю. Сейчас не надо далеко ходить, вон вода. Пить тоже можно отсюда, потому что на реке, наоборот, там вообще ил идет. А здесь вода чистая. Чистая, холодная, пока никаких жучков, паучков тут нету. Вот так. Где? Так, где почерпануть? Гори, костер. Так, как же быть? Все. Примерно так. Так поставлю, и меньше надо следить за ним.
сварится. Не подгорит там. Не надо беспокоиться. Я буду только подкидывать дровишки еще. Вот так я. Ну, какое количество. Очень много картошки. И еще надо оттуда пару штук дровишек принести. Закинуть. Такой мусор. Дофига, короче, тут у меня работа еще. Природа сама дает мне работу. Нет бы в другую сторону, в сторону реки как-то свалиться. Нет, блин. Именно на луг. Чтобы Олег убрал все это дело.